Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 26 марта. Это у нас с вами четверг. Смотреть будем на колоде пасьянс, по очереди все знаки от овнов до рыбок. Почему на пасьянсе? Потому что день у нас с вами обещает быть спокойным, мирным, без каких-то неприятностей там, и проблем. Почему? Потому что идет под арканом мир. Если мы с вами суммируем 2 плюс 6 плюс 3, третий месяц, 2026 год, 2, 2, 6, получаем 21 в сумме. А это у нас с вами старший аркан мир. Это день завершения. Вот в четверг могут завершаться какие-то большие проекты, ставиться точки, подводиться итоги могут в этот день. Могут происходить какие-то мировые события очень важные, да, вот те, что касаются всех людей на планете Земля. Поэтому я думаю, что день будет плюс-минус спокойным. Поэтому смотрим на пасьянсе. Поехали. Покажите мне овны. Информация для овнов. Угу. Переворачиваются, падают. Не такой уж и спокойный, карты говорят. Да, ну я уже вижу, да, это немножко такой хаос. 26 марта, четверг, овны. Хаоса капелька есть. Какие-то новости. Ну вот карта мир нам даст, наверное, какие-то новости такие, которые могут быть по молнии, да, как гром среди ясного неба. Известие, конверт. Чашка чая. Новости точно будут. Дальше цветочек, чемодан. Яблоко. Угу. Колодец. Негативные эмоции тоже будут. Ну, здесь не вижу горизонталь, вертикаль. Значит, смотрите, первое событие. Сразу же показала информацию, новости, которые вы получите, и они вас могут очень сильно удивить. Дальше получение чего-то. Это может быть и какого-то документа, и получение в том числе и новостей, информации. Получение посылки может быть. Дальше гости, временная разлука, расставание, либо встреча после разлуки, исполнение желания и негативное событие, слезы и печаль. Поэтому с чем это будет связано, не знаю. Рядом событий в принципе нет. Возможно, вот эти слезы и печаль вообще не будут вас касаться. Допустим, это касается другого человека там, или какой-то ситуации, или какой-то страны. Поэтому тут может и таким образом проиграться. Ну, посмотрим. В общем, день пройдет, будет понятно, да, из-за чего были эти ваши переживания. Благодарю за внимание. И переходим к тельцам. — 26 марта, тельцы. Четверг, события дня. Первое событие сразу же солнышко. Колодец. Крайности по эмоциям, да, от печали до радости. Корона. Колокольчик.
корабль, казенный дом, книга, замок. В казенном доме откроется какая-то интересная информация. И здесь нет. Значит, рассказываю. Первое событие. Радость. Точно будет в этот день. Вы будете в хорошем настроении в какой-то момент. Печаль может быть. Поэтому, видите, перепады настроения могут быть. Радость, печаль. Общение с каким-то очень влиятельным человеком. Корона, статусный, серьезный. Видите, казенный дом выпал. Возможно, это в казенном доме какой-то, ну, в госучреждении, да, скажем так. Какой-то человек. Пустые разговоры, болтовня, открытие информации и ожидания. Может быть, это вы его будете ждать, потом поболтаете, и он вам откроет какую-то интересную информацию. Так что такие события. Из минуса только печаль, но опять же, видите, рядом нет событий. То есть, когда выпадает печаль, ну там плюс-минус 2 карты, ничего не выпадает, то часто это указание на то, что разочарование, печаль будет из-за чего-то, из-за кого-то. То есть то, что не касается вообще вас лично. Вот бывает даже так. Интересно, что вот уже у вас, у овнов выпало. Может быть, это вот какая-то мировая будет новость, которая может быть не сильно приятна. Знаете, как лично вас не касается, но в целом неприятно. Вот может такое. Но я сейчас посмотрю еще по другим знакам. Если там выпадет еще раз там 5-6, да, и получится у 7-8 знаков, тогда, скорее всего, это реально будет что-то связанное вот со всей планетой. Ну, посмотрим. Благодарю за внимание. И переходим дальше к близнецам. 26 марта. Близнецы, четверг, события дня. Победа. Корона. Может быть, вы победите какого-то влиятельного человека. Любовь. Сильного соперника. Маска. Подсвечник. Книга. И замочек. Так, поехали, смотрим здесь. Ага, есть также еще череп. Угу. И есть метла. Получается, у вас в четверг победа. Победа, результат. Общение с каким-то очень влиятельным человеком. Любовь. Вопросы по здоровью. Небольшие споры, ссоры. Может быть, даже с ним споры. Обман. Открытие тайны. Возможно, откроется обман какой-то, да, что вот кто-то в вашем окружении носил маску. Посещение госучреждения и надежда. Ну, возможно, да, вот как бы вот эти карты могут вместе проиграться. Допустим, надежда на то, что в госучреждении вы решите какой-то вопрос вот с человеком, да, и идет победа, как бы хорошо. Любовь. Тут вопросы по здоровью, вопросы, что могут быть с кем-то ссоры, и может открыться какой-то... Но обман это хорошо, да, то, что откроется, потому что вы узнаете правду, а правда это всегда хорошо. Маски будут сорваны в этот день. В общем, вот такие информации, предупреждения для вас. То есть тут как бы 50 на 50. И хорошие события есть, и предупреждения.
Благодарю за внимание, близнецы. И переходим к ракам. Так, рак. 26 марта. Раки. Раки, 26 марта, четверг. Что у рачков будет в четверг? Угу. Раки, четверг, 26. Угу. Успех. Лавровый венок. Венок победителя у вас выпадает. Деловой разговор. Ну, вот деловой разговор может пройти для вас очень успешно. Ожидание. Может быть, даже будет, вы ждете этого разговора. Ожидание разговора. Общение. Машина. Ну, тут два варианта. Либо солнце, либо бокал. Я увидела солнце, вставляю его. Бокал — это застолье. Плюс еще есть подкова. Хорошо. Здесь нет, здесь нет, нет. Рыбу нельзя. Угу. Здесь не вижу. Получается, в этот день вас ждет успех в делах, вас ждет какой-то разговор, общение, ну, больше рабочий, деловой, ожидание, поездка, радость и удача. То есть у вас все события хорошие выпали. Ну, за исключением ожидания, но опять же, ожидание — это не так уж и страшно, да, если бы там по сравнению, если бы выпали мечи или там, не знаю, маска или еще что-нибудь. Такая информация для вас. То есть у вас в целом день получается позитивный четверг. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. — 26 марта. — 26 марта. События дня. Львы. Молния. Конверт. Бабочка. Такое ощущение, что тут что-то есть, а я не вижу. И вот вы говорите, вы невнимательны. Ну вот есть у меня ощущение, что есть, но глаза просто не видят. Или это меня сбивают эти по диагонали. Так, ладно, если надо, увижу, да, то есть в какой-то момент. Поехали, смотрим горизонталь, вертикаль. Проверяем. Нет, не вижу я. Не вижу. Так, хорошо. Смотрим тогда то, что вижу. Удача в четверг будет вам сопутствовать. Дальше второе событие — это новости. Получите новости, которые могут вас шокировать в этот день.
Опять же, письмо – это получение, да, возможно, как раз получение вот этих новостей. Ну, либо это может быть еще получение чего-то. Вот у вас идет деловое общение, в этом деловом общении вы получите там какой-то документ, разрешение, еще что-нибудь. Деловой разговор, получение, удача и какие-то новости. Такие события для вас. То есть в целом, в принципе, тут все нормально. Благодарю за внимание. Львы, перехожу к девам. Двадцать 26 марта, девы. Бокал. Первое событие девы. Четверг. Удачу уже нельзя. Месяц нельзя. Да, колокольчик есть. Вижу, вижу, вижу. Лебедь. Флаг нельзя. Слезы, яблоко. Ну или еще яблоко, это может быть соблазн. Так, теперь проверяем здесь. Нет, 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 нет. Горизонталь, вертикаль тоже ниже. Получается, я нашла 4 события для вас. Первое событие показывает, что в этот день может быть какое-то мероприятие, сабантуйчик, бокал. Может быть, даже и не обязательно, да, вот с кем-то там дома посидите или сами себе устроите пир, что-то вкусненькое приготовите. Дальше гармоничные отношения в паре, верность, пустые разговоры, болтовня с кем-то в этот день будет колокольчик. И слезы, но тут как бы плохих событий нет. Может быть, это даже могут быть и слезы радости. Либо, как я уже сказала, яблоко соблазн. Да, соблазн что-то сделать такое, что нельзя в этот день. Тоже так может яблоко проигрываться. Либо слезы радости, например, там на этом мероприятии будет весело. Или какой-то будет разговор позитивный. Поэтому так. То есть, я не думаю, что это будут слезы печали, потому что здесь нет никаких-то негативных событий. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание. Переходим к весам. Двадцать 26 марта. События дня, весы. Первое событие якорь. Ключик. Цветок. Колокольчик, цветок, колокольчик. Здесь нет. Теперь смотрим горизонталь, вертикаль.
Сундук еще есть. Ну, у вас классный день, весы. Так, и здесь я, значит, рассказываю. 5 событий. Ну, сразу выпал якорь, и мы видим, да, первая половина дня вообще тут вокруг никаких событий. То есть якорь в данном случае, скорее всего, показывает, что в четверг в первой половине дня ничего особо происходить интересного не будет. То есть какой-то момент будет, что вот прям никаких событий. Дальше ключ. И вдруг открываются какие-то возможности, да, по ключу. У вас появляется ключик в руках, и, соответственно, открываются новые двери. Еще, кстати, ключ может указывать на какой-то важный день. Вот 26 это может быть важным днем для вас. Может исполниться желание, да, поэтому вот ключ откроет возможность реализовать какое-то желание. У вас будут пустые разговоры, болтовня и будут финансовые поступления сундуку. Так что вот такой у вас будет хороший день, весы. Благодарю за внимание и переходим к скорпионам. Так, скорпионы. 26 марта. События дня скорпионы. Как для них пройдет день? 26 марта скорпионы. Рыба. Первое событие. Ключ. Месяц. Угу. Чашка чая. Лебедь. Солнышко. Проверяем горизонталь, вертикаль. Будильник. Так, ну здесь я ничего не вижу. Получается, в этот день у вас одно предупреждение. Это скользкое дело. Рыба первая выпала. То есть вас могут втягивать какие-то схемы, какие-то махинации, обманывать, подставлять. Поэтому будьте осторожны. То есть вы можете попасться на чей-то крючок в этот день. Надо быть осторожными. Дальше время. Скорее всего, этот день будет расписан по времени. Может быть, там несколько будет событий. Им надо будет все везде успеть. Ключ показывает, что перед вами открываются новые возможности, новые двери. И также еще ключ может давать важный день. И еще третье у него есть значение. Это возможность решить какую-то суперсложную задачу. Тоже, знаете, когда вот задача со звездочкой, по ключу мы находим решение. Тоже может быть. Значит, месяц. События, которые имеют цикличность, повторяются каждый месяц. Будет в этот день. Гости могут быть, гармоничные отношения в паре. И солнышко – это радость. Поэтому тут хорошо и в личной жизни, и гости, и в делах ключик, и радость в настроении. Вот единственное предупреждение – это рыба. И правильно, если вы этот день будете планировать, давайте себе запасы времени, так как выпал будильник. Так что вот такое одно предупреждение на четверг, скорпионы. Благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Стрельцы. 26 марта. События дня стрельцы.
Угу. Чувствую, что-то я пропустила. Успех. Пропустила. Ключ. Угу. Флаг. Колодец. Так, горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, у вас 4 события. Первое говорит о том, что у вас будет успех в делах и победа. У вас выпали именно оба события, обозначающие, что в делах, в работе у вас все будет просто шикарно в этот день. Хорошо, если, например, какие-то там конкурсы, собеседования, там, ну, всякие такие моменты, где нужно вот произвести впечатление, где или есть какая-то конкуренция. То есть вот тут, видите, победа будет за вами. Лавровый венок ваш. Плюс ключ. Перед вами открываются двери, возможности. То есть как бы Вселенная убирает преграды. И, кстати, это еще может быть важный день. Да, вот эта победа, она может быть какой-то важной. И единственное негативное событие – печаль. Но, скажем так, я уже видела у других знаков такую же историю, когда выпадает печаль, а вокруг нет событий. Чаще всего это обозначает, что это будет какая-то ситуация, событие, новость, возможно, которая не касается вас, допустим, напрямую, но она все равно вас расстраивает. Может быть, это какая-то мировая, там где-то какая-то катастрофа произошла, еще что-нибудь. И вот вы как бы расстраиваетесь, но вас это лично не касается. Вот это вот, скорее всего, что-то такое будет в этот день. Потому что у нескольких знаков повторяется эта история. Ну вот, такая информация для вас, стрельцы. Благодарю за внимание. Переходим к козерожкам. Козероги. 26 марта. События дня Козероги. Да что такое? Прям 3 раза упали. Козерожки, 26 марта, события дня. Смотрим. Возможно, дорога будет. Они когда падают, часто это к дороге. Так. Дерево. Приглашение. Ну, вот, возможно, вас куда-то позовут. Приглашение. Месяц. Угу. Друзья. Приглашение, друзья и луна цикл. То есть как будто бы это какое-то событие, которое постоянно происходит. Может, место, куда вы ездите часто. Удача, подкова. Кстати, вот если вы примете это приглашение, это может вам удачу принести. Змея. Замочек. Угу. Гости. Приглашение в гости. Победа. Так, победа и успех. Смотрим здесь. Горизонталь, вертикаль я совпадений не вижу. Получается, в этот день первое событие у нас с вами выпало приглашение дерева. Дальше событие, которое имеет цикличность, будет в этот день. То есть происходит каждый месяц с вами. Общение с друзьями, гости,
удача, победа, успех в делах, открытие какой-то информации, того, чего вы не знали, секрета, открытие секретов, тайн, и общение со змеей. Ну, из предупреждений получается только общение со змеей. И то иногда даже это событие нам просто показывает, что мы общаемся с человеком, например, там, по году рождения змея. Вот, например, может быть, у вас друг по году рождения, либо по характеру. Но есть у него в характере такой немножко, да, вот змеиная, да, такая резкая реакция какая-то, допустим, там, умеет там за себя постоять, да, то есть умеет ужалить, там, задеть, да, допустим, словами другого человека. Поэтому иногда змея это, либо это может быть медик, например, тоже может змею показывать. Допустим, у вас друг там медик. Так что вот даже может быть и змея проиграться своим позитивным значением. Но главное, что тут идут успехи в делах, какое-то приглашение, которое принесет вам удачу, общение с друзьями, гости. В общем, в целом день достаточно позитивный, особенно для дел. Благодарю за внимание, козерожки. Переходим к водолеям. Так, сейчас складываю так, чтобы они у меня не повторялись. И смотрим водолеев. 26 марта. 26 марта, события дня, водолеи. Угу. Водолей. Первое событие – это корабль у вас в четверг. Молния. Ожидание новостей. Чемодан. И тут еще есть мечи. Угу. Корона. Скандал с каким-то влиятельным человеком может быть. Вплоть до разлуки. То есть вы можете поругаться и потом вообще не общаться. Поэтому, видите, для вас предупреждение. Мир – это конец. Да? То есть закончить какие-то отношения. Новости. Вот эти новости точно будут позитивные для вас. Потому что выпали шарики. Казенный дом, госучреждение. Да, вот госучреждение и человек в короне. Так, и месяц еще есть. Смотрим с вами периметр. Сейчас я пробегусь, посмотрю. О, есть солнышко, отлично. Хорошие события нам не помешают. Так, и здесь не вижу. Получается, в этот день, значит, рассказываю по порядку, как выпадали. Ожидание будет в этот день, кого-то или что-то будете ждать. Будет какая-то шокирующая новость. Скорее всего, в хорошем плане, потому что выпали позитивные новости. Дальше скандал, ссора, конфликт, посещение госучреждения, общение с влиятельным человеком, разлука, расставание. События, которые имеют цикличность, месяц. То есть, скорее всего, каждый месяц вы ходите в какое-то госучреждение, к вот этому человеку, возможно. Как-то в этот раз там все может закончиться ссорой. Но последним событием выпало солнышко и показывает, что несмотря даже на эту ссору, настроение у вас в конце дня будет прекрасное. Не знаю, возможно, вы там как-то разберетесь, помиритесь и так далее. А может быть, уже забудете, да, через 10 минут. В общем, вечером настроение у вас будет солнечное и довольны и счастливы будете. Такая информация для вас на четверг. Благодарю за внимание и переходим к рыбам. Рыбы. 26 марта. События дня рыбы.
26 марта, события дня рыбки. Ну, первая корабль. Чемодан. Победу нельзя, потому что этим мы чемоданом зафиксировали карту. Ой, колодец выпал вам тоже. Дерево. Угу, и рыба. Так, и давайте посмотрим, что у нас с вами здесь. Нет, нет, нет. Замок нельзя. Так, значит, что получается? Первое событие показывает, что будет ожидание, и рядом событий нет, чего-то ждете в четверг. Временная разлука, либо наоборот встреча после долгой разлуки. Возможно, вы кого-то ждете, кто-то должен приехать, вернуться, да, поэтому чемодан показывает ожидание. Встреча после разлуки, приглашение выпадает вам, скользкое дело и глубокая печаль. То есть в этот день вы точно можете быть чем-то расстроены, но это не вы одни. Как минимум половина знаков выпала, это, скорее всего, будет касаться, ну, не знаю, там, каких-то мировых событий, возможно, я так предполагаю. У вас тут, конечно, выпало скользкое дело, да, и можно предположить, что это как-то связано с событиями там в доме, да, и какими-то историями. Ну, посмотрим. В общем, день пройдет, будет понятно. Еще вот домик есть. Печаль в доме. Видите, события рядом выпали. Разочарование, печаль и дом. Ну, какие-то события в доме, которые могут вас расстроить. И вот эта рыба. А рыба — это всегда хитрости, махинации, манипуляции, некрасивое поведение других людей по отношению к нам. Либо это мы можем быть тоже, да, вот, скажем так, этим человеком, который там пытается выкрутиться как уж на сковородке. Поэтому, ну, вот такая история может быть здесь, к сожалению, по рыбе. Такие вот события для вас на 26 число. Благодарю за внимание, рыбы, и жду вас на своих новых видео.